Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем нашу серию вебинаров. И сегодня мы заслушаем заведующим отделом краеведения и башкирской литературы Ибрагимова Азата Ахметовича. Сейчас предоставляем ему слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Мое выступление будет посвящено краеведческой литературе, но не научной литературе, а художественной литературе. Возможно, у вас свой опыт есть, я буду рассказывать вам, исходя из своего опыта и исходя из того, как я провожу презентации краеведческой литературы. Итак, что есть краеведческая литература? Это литература об истории края. Об истории края у нас есть и научная литература, научно-популярная литература и много очень художественной литературы. Я, исходя из того, что художественная литература является основой, исходя из того, что надо привлекать читателей, пропагандировать чтение, я в основном сосредотачиваюсь на художественной литературе. Начинаю я всегда с эпоса Урал-Батыра. Любой народ имеет свои сказания, свои сказки, свои эпосы. Для башкирского народа самый древнейший считается Урал-Батыр. Почему я останавливаюсь на этом эпосе? Потому что по соотношению времени создания этого эпоса, который относится к второму тысячелетию нашей эры, здесь описано по сюжету все то, что происходило на земле. Давайте вспомним, как начинается эпос. О том, что на каком-то острове обитает одна семья, Янбека и Янберды, и у них два сына, Чургян и Урал. И вот сыновья как-то выросли и спросили, а почему мы одни? И они объясняют, что нет, мы когда-то были вместе, был один народ, но потом мифическая смерть пришла, и люди начали умирать, и мы, чтобы сохранить жизнь, ушли на отдаленный остров. То есть как бы считается, что это относится к эпоху уже после Великого Всемирного потопа. Затем сыновья решили победить смерть и отправились в поход. На чем они отправились? Они сели на львов. Не на лошадей, не на коней, а на львов. То есть тем самым в соотношении мы ведем к доисторическим животным. Не зря же у нас на территории республики находят и саблезубых тигров, и мамонтов, останки. Так вот, и здесь мы впервые упоминаем Акбузата, небесного коня. Ну и само окончание эпоса как повествует о том, что Урал-Батыр с поверженным врагом сложил гору, которую впоследствии назвали Уральскими горами, а его сыновья Нугуш, Сакмар, Яик превратились в реки. То есть все географически привязано к нашему региону. И что интересно, впервые о том, что это эпос относится к 2500 лет назад, высказал Салават Галямов в 1998 году. Он долгие годы работал в британской библиотеке, в библиотеках Европы. И исходя из того, что начал сравнивать этот эпос с эпосом Гильгамеша, других древних эпосов мировых, он пришел к выводу, что описания идут одновременно об одном и том же, и действия происходят примерно одни и те же. И на основании этого он сделал вывод об этом. И что интересно, обратите внимание, что первые библиотеки по археологическим находкам относятся как раз к тому времени, 2500 лет назад. Это библиотека ассирийского царя Ашурбанипала, которую нашли на территории современного Ирака в конце XIX века. Так, если дальше подниматься по хронологической лестнице, я обычно останавливаюсь на сказаниях Кулгали, башкирского средневекового писателя, поэта. Интерес он в том, что он испытывает уже арабское влияние, у него есть своеобразное изложение, витиеватое, такое восточный стиль чувствуется. Но хотелось бы остановиться более подробно уже на больших событиях наших республиканских.
по истории нашей республики. Это на романе Зинура Ураксина «Караван-сарай». Как вы знаете, в этом году ему было 170 лет. Исполнилось, как был введен в строй, скажем так, в эксплуатацию «Караван-сарай». То есть здесь что интересно? Вот если читатель ознакомится с этим романом, то здесь все перипетии, как создавался «Караван-сарай», описывается. Это очень занимательное чтение. И Зинур Ураксин, помимо того, что он писатель, он же еще у нас филолог, крупный филолог, академик башкирской филологии. Затем нельзя мимо обойти, конечно, роман «Северное Амуре» Янабая Хаматова. Тоже увлекательное чтение об участии башкирских полков в Отечественной войне 1812 года. Ну и вообще надо сказать, что я 19 век, когда подхожу к 19 веку, начинаю говорить о Мифтахиддине Акмулле. Надо понимать, что именно в это время в России происходит серия реформ, создаются мировые суды, земские врачи и прочее. И, естественно, всплеск просветительства появляется на территории России, избы читальные своеобразные появляются. А у нас в республике, в связи с тем, что в каждой деревне практически медресе открываются, люди становятся достаточно грамотными, появляется свой просветитель Мифтахиддин Акмулла. В чем уникальность этого просветителя? В том, что был он многонационален. Вот на днях мы праздновали 190-летие Мифтахиддина Акмуллы. На нашей конференции присутствовали и казахские ученые, которые почитают его своим. Так вот, он считается просветителем татарского, башкирского, казахских народов. И даже уже в том, что он является таким многонациональным, проявляется заслуга нашей республики, я бы так сказал. И всегда останавливаюсь перед их слушателями, объясняя им, что Акмулло был идеально, можно сказать, честным, порядочным человеком. Не зря его назвали Акмуллы, и не зря он так трагически закончил, потому что именно тех, кого он обличал, именно они его убили. Так, хотелось бы остановиться еще в привлечении краеведческой литературы к Великой Отечественной войне, теме Великой Отечественной войны. Когда приходят школьники, я им объясняю, что у вас в любом случае прадед или прабабушки принимали участие в этой войне. И если вы хотите начать составлять родословную, то начинайте именно с этого периода. Документов достаточно по этому периоду. В первую очередь это книга памяти. Книга памяти тех, кто погиб в боях, умер от ран в госпиталях, потерялся без вести, пропал без вести. Здесь порайонно вы можете найти своих родственников какого-либо. Затем они вернулись с победой. Это здесь составлен список тех, кто вернулся живыми с победой. И следующая книга «Герои тыла» – это те, кто в тылу трудился в годы войны. И это уже дает обширный список того, что вы можете составить очень подробную родословную свою. В последнее время издаются много книг по Великой Отечественной войне. Среди них вот к нам поступили книги «Последний бой гвардии» генерала-майора Шаймуратова. Здесь также можете подчеркнуть, найти своих родственников. Более того, вы здесь можете узнать из немецких документов, как действительно проходило событие тех трагических дней. Потом здесь приводятся докладные немецких офицеров, как что прямо по часам. Немцы отличались педантичностью, и здесь все это изложено очень подробно. И еще одна книга, которую я хотел бы рекомендовать всегда, когда слушатели приходят, это «Подвиг Александра Матросова. Анализ советских и немецких документов». Здесь впервые, не впервые, а достоверно доказано, что подвиг совершил 25 февраля Александр Матросов, и в каком виде, как он представлен в немецких документах.
То, что 23 февраля совершил, все, это уже отпадает. Однозначно, 25 февраля совершен подвиг. И что трагично, если говорить о событиях тех времен, и если хотим мы сказать молодежи, насколько была кровавая эта война, из немецких документов следует следующее. Рота Александра Матросова. Этот полк был сформирован из тех, кто еще не участвовали в боях. То есть это те, кто это их был первый бой. И рота Александра Матросова, когда он закрыл грудью амбразуру, рота продвинулась всего на километр. Дальше они опять встретили сильный огонь немцев, и из 100 человек 80 человек погибло. Из них 14 человек вернулись, смогли живыми вернуться с боя, 6 человек попали в плен. То есть цена подвига Александра Матросова и цена победы доставалась такими большими потерями. Что хотелось бы сказать вам? У вас у каждого свой опыт пропаганды своего края, пропаганды своего района, как показать его красоту и каких-то значимых людей своего района. Я мог бы говорить бесконечно долго, если говорить каждые 50-100 лет, как происходило, на основании каких документов мы можем это рассказать читателям. Но дело в том, что к нам приходят, когда люди нам уделяют 5-10 минут, и мы вынуждены вкратце изложить по нашим документам, по нашему залу, и самое главное, привлечь внимание к чтению книг, к нашей башкирской литературе. И поэтому такое у меня разбросанное выступление получилось. А в конце нашего выступления я хотел бы сказать, подчеркнуть, что в башкирской литературе отражены все этапы народа, жизни народа, начиная с эпоса Урал-Батыр и последующие годы. И поэтому, в первую очередь, если мы хотим проявить любовь к родному краю, надо прививать любовь к башкирской литературе и литературе на русском языке. К сожалению, у нас не так много переводов башкирских писателей. Мы немножко страдаем от того, что нет у нас добротных переводов. Те, что вот последние годы у нас переиздаются, это издания книг, которые были написаны еще в советское время и на основе советских документов. Но я надеюсь, что со временем молодые писатели у нас также обратятся к исторической теме и на основе новых документов уже будут излагать историю Башкортостана. И я мог бы говорить еще и о чувашской литературе, и о варийской, и других народов республики, нас населяющих. Но я считаю, что о чувашской литературе может рассказать Национальная библиотека Чувашии, Марийская национальная библиотека. Мы в первую очередь пропагандируем башкирскую литературу, потому что другой субъект России не будет пропагандировать башкирскую литературу, и это логично. Так оно и представится, так оно и происходит. И литература тоже должна жить, должна пропагандироваться, хотя бы на таком уровне, как в моем. Спасибо за внимание.